100 фейков в каждом телефоне обнаружили у 11 журналистов. Провластные блогеры и тролли на полном серьезе громко писали в своих аккаунтах. Вот смотрите, какие они независимые журналисты, издевались подпевалы. Но откуда они взяли информацию? Может, МВД официально об этом заявило? Но, как выяснилось, нет. Смотрите до конца, и вы узнаете, что это фейк. И МВД к этому фейку имеет непосредственное отношение. Итак, поехали. А вот и первоисточник, некая страница Мезгил. И вот это видео. Өздөрүнүн каналдарынан башка дагы жүздөгөн фейк аккаунттарды колдонушат. Голос изменен. Так чего они боятся? Зачем менять голос и публиковать это лживое видео с анонимной непонятной страницы Мезгиль? Приглядимся и опа. Что это? Оперативные съемки задержаний, кадры обыска офиса и распечатанные оперативными работниками документы. Кто мог предоставить фейковой странице такие данные? Не то что оперативные съемки, протоколов обыска не видел никто. Ни адвокаты, ни судьи, ни сами задержанные журналисты. Эти кадры могут быть лишь только у сотрудников МВД. Но что это за страница такая, Мезгиль? В августе 22 года ее переименовали. А прежнее название страницы, вы не поверите, Райымбек Матраимовтың элге кылган кызматы. В переводе «Служба народу Райымбеком Матраимовым». То есть раньше страница хвалила Райымбека Матраимова. Вот это поворот! Но и это еще не все. Давайте посмотрим, кто же распространяет это видео. Ханбек Куатбеков работает в Министерстве внутренних дел. Тилек Которов сейчас возглавляет пресс-службу МВД. Официальная страница УВД Баткенской области. Замирбек Балтабаев работает в УВД Волжской области. Нурзат Муратбекова написала, что работает в МЧС и КТР. Куанычбек Калмурзаевич Камчебеков, старший инспектор пресс-службы патрульной службы города Ош. Талабек Тулебаев работает в МВД КР. Страница Республиканского учебного центра МВД. Страница УВД Ошской области. Бакыт Сиитов, бывший начальник пресс-службы МВД. Страница ГУОБДД Республики. И еще раз нынешний начальник пресс-службы МВД Тилек Которов. А что, так можно было, что ли? Очень символично, что сотрудники МВД распространяют видео, где фейковым голосом на фейковой странице рассказывают о том, что якобы у журналистов обнаружили в телефонах по 100 фейковых аккаунтов. А теперь задайтесь вопросом, почему МВД не сделало официального заявления об этом? Почему распространили через фейковую страницу? Ответ прост. Потому что все это ложь. И еще один вопрос. Почему так важно именно МВД во главе с Уланом Ниязбековым лгать, что мы используем фейковые аккаунты? Ответ я уже говорил сразу же после ареста. Я также знаю, о чем вы допрашиваете наших ребят и девчат. И что вы ищете в наших оборудованиях, которые вы незаконно изъяли. Вы ищете то, чего у нас нет и никогда не было. Вы спрашиваете их про эту фотографию, где сын президента сидит за одним столом с криминалом Узбекистана. По сообщениям СМИ, в декабре одного из людей на фотографии арестовало МВД Узбекистана. И через месяц эта фотография появляется в соцсетях. И скажите мне, при чем тут мы? Итак, еще раз повторюсь. Все, что у нас есть, мы либо публикуем, либо не публикуем вообще. А фейковыми аккаунтами пользуются, как мы сегодня узнали, те же сотрудники МВД. У кыргызов есть поговорка «Осурган кыз осурбаган кыздын бетин тытат». Так и здесь. Улан Ниязбеков, пытаясь спасти свою должность, просто всех обманул. И теперь пытается дальше лгать и оправдываться. И да, в конце небольшая информация для размышления. По моим сведениям, наших ребят следователи заставляют сказать, мол, мы работаем с Ташиевым, и все сведения якобы мы получаем от него. И даже добавляют слова, мол, из-за вас страдает хороший человек Матраимов. На этом все.
С вами был реальный, не фейковый Болот Тимиров. Кызык жашоо башталды, иштетели баштады. Бир муштундай түйүлөлү бириктирип жаштарды. Эч кайдыгер болбойло, келечекте хойлойло. Жагалданбай байларга, мыктыларды колдойло.